Кыргызстан импортирует фрукты, продукты переработки и мясо из Китайской Народной Республики. Мед, молочные продукты и алкогольная продукция производства Кыргызстана пользуются особым спросом у китайских потребителей. И все же последние несколько лет торговля между двумя странами значительно ослабла, и в секторе сельского хозяйства в том числе. Объемы импорта в среднем составляли $1 миллион США, 1-2 миллиона долларов США, тогда как экспорт составлял до $100 тысяч. Вот 43 тысячи долларов, 800 тысяч, 43 тысячи долларов, 80 тысяч долларов. Ну, в пределах этих объемов. Вот. Причина была в основном это пандемия, связанная с пандемией. Китайская Народная Республика, она закрыла границы. Но, в текущем году, в 2021 году у нас импортная продукция тоже увеличилась. Мы, импортировали на порядка 24 миллиона долларов США. А вот экспорт за эти 8 месяцев составил порядка 1,5 миллиона сомов. И хотя в Китае кыргызская продукция пользуется большим спросом ввиду экологической чистоты, правила ввоза у соседей ужесточились. К примеру, кыргызский мед, который пользуется спросом и экспортируется в 70 стран мира, должен пройти проверку на 60-70 видов антибиотиков. Мед у нас, они очень много ранее покупали, 3-4 года назад. Но в связи с тем, что у нас отсутствуют лаборатории, там требования увеличились с китайской стороны. Дополнились, китайская сторона, она проверяет на широкий спектр антибиотиков. У нас лаборатории, они могут проверять только 4 вида антибиотиков. А китайская сторона требует, более широкий спектр проверки антибиотиков на 60. У нас лаборатория не имеет возможности, поэтому ранее мы мед экспортировали, сейчас не можем это экспортировать, но ведется работа, чтобы мы эту работу сделали. Пару дней назад состоялась встреча директора Национального агентства по инвестициям с советником по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в нашей стране. На ней обсуждался вопрос повышения динамики торгово-экономических отношений между бизнесменами двух стран. И в итоге была достигнута договоренность об экспорте 5 видов товаров на рынке Китая. В данный момент у нас подписаны протокола на поставку 5 видов продукции в Китайскую Народную Республику. Это мука, это черешня, дыня, также сухое молоко, в том числе сыр, потому что и мед, конечно же. Эти виды продукции мы можем поставлять в Китайскую Народную Республику. На основании этих протоколов у нас составляется реестр компаний, кому можно импортировать. Это со стороны Китайской Народной Республики создается такой реестр. И у нас очень много компаний уже вошли, порядка, на каждый вид продукции создается свой реестр. Следует отметить, что в последние 3 года оборот сельскохозяйственной продукции между Кыргызстаном и Китайской Народной Республикой сбавил темп. За этот период, опять же, по данным Минсельхоза, объем импорта составил $1 миллион, а экспорт не превышал 60 тысяч долларов. На такие низкие показатели, конечно, повлияла пандемия. В этом же году торговля между двумя странами оживилась. За 8 месяцев экспорт достиг $1,5 миллиона, а объем импорта составил $24 миллиона. Эти показатели стороны намерены в скором времени улучшить. Айзада Урумбаева, Джентай Макенов, Пирамида.